Участие в проекте дало мне невероятно много возможностей попрактиковать свои навыки переговоров, также ведение блога и навыки написания статей. Я безумно этому благодарна и призываю вас всех также не бояться возможностей, которые перед вами открываются, и пробовать абсолютно все. Мы обычно, когда у нас выходит новый выпуск журнала, мы презентуем его и дальше рассказываем о том, что у нас вышло нового в этом выпуске. И через Инстаграм оповещаем о продажах. У нас есть ссылка, где можно сделать предзаказ. И волонтеры в школе ходят и рассказывают о нашем журнале. Ну и те, кто заинтересовывается, они приходят и покупают. Боялся я, например, насчет этой статьи, из-за того, что белый текст на темном фоне, если на типографии что-то не так случится, то текст, возможно, будет трудно прочитать, но все нормально. Если Алибек занимается внешней работой, то есть общение с людьми, организация разных событий или ивентов, то у меня тоже есть своя команда, у меня тоже есть друзья, коллеги, так сказать, с которыми я работаю. И мы больше делаем внутреннюю работу, то есть нас не видно, возможно сказать, нас не видно снаружи, но зато мы вкладываемся внутрь. Это получается внешний уровень, внутренний уровень. И мы занимаемся непосредственно уже самим продуктом. И я думаю, что довольно интересно просто общаться со своими друзьями, со своими сверстниками и рассуждать, то есть выбирать статьи, которые подойдут для выпуска, и те статьи, которые не подойдут. Нет, а что если он не занимается иллюстрацией, типа там оформление? Темы, которые были охвачены, например, это биотехнология. Мы попросили профессоров из Казахского национального университета поделиться со своими статьями. Они достаточно упрощены, что даже наши ученики смогут понять, о чем идет речь. Также у нас есть еще тема образования. Мы взяли интервью у одного учителя, преподавателя, тренера по олимпиадной физике. И также еще есть темы такие, как программирование, технологии, также выборы в президенты школы и математика. Знаете, на самом-то деле, когда я вообще начал разрабатывать журнал, еще когда я занимался олимпиадами, и моя мама, видя то, что я сижу за компьютером и как раз делаю дизайн для журнала, она очень долго и много раз меня ругала, то, что зачем ты это делаешь, лучше бы решал бы задачи и так далее. Но сейчас мы уже оба поняли то, что на самом деле это было хорошо, что я тогда не забросил эту идею. И для себя, например, я же занимался олимпиадой по физике. Вообще для меня это, и для большинства олимпиадников, мне кажется, индивидуальный процесс, когда как раз сами люди сидят и решают задачи, и менее социальное. И поэтому, например, я могу сказать, что до 11 класса я был менее социальным и менее активным внутри школы. Но когда уже стал основателем, там уже появилось очень много забот, таких как, например, нужно сделать презентации, которые я представлял, как я буду выходить на сцену, я очень боялся, например, в 7 классе. Но уже это достаточно обыденное дело. Еще нужно постоянно звонить многим людям по телефону, уточнять разные вещи насчет коллаборации с другими проектами, такие дела. Я считаю, что мне это очень помогло как раз в soft skills. Плюс я еще, как я сказал, я еще одновременно дизайнер. Я вообще с детства любил дизайн, и просто как раз появилась возможность вылить этого что-то. Сам был автором нескольких статей в журнале, и я рассказывал о том, что мне интересно. И мне кажется, это повлияло на меня. Также здесь еще работают soft skills, например,
то, как я руковожу волонтерами, это очень помогает мне. Или то, как мы организуем различные ивенты, мероприятия. Например, у нас есть приложение, которым мы пользуемся, называется Trello. И все наши участники команды, они используют это приложение, чтобы быть в курсе того, что происходит у нас в команде, что нам нужно сделать. То есть у нас идет менеджмент нашей деятельности. И это мне помогло недавно, когда я устроился на стажировку в Cisco. Ну, то есть мы тоже там используем Trello. Первый выпуск, он был формата А4, и размер шрифта был слишком большой. И он выходил финансово очень неэффективный. И вот мы ходили к OELA, которые у нас оперируют, мы спросили, что они могут посоветовать. Они сказали, что в принципе для школьного журнала можно уменьшить именно размер, как мы это сделали. Плюс еще они сказали, какой шрифт они используют, и он был намного меньше, тот, который мы изначально использовали. Поэтому этот уже более экономически эффективно, так сказать. Вообще экспоненты, что это такое? Экспоненты — это растущий график в математике, то есть он всегда растет. И для меня, и для других людей этот журнал — это просто способ для того, чтобы расти всем вместе, узнавать что-то новое, видеть, созерцать, думать, размышлять. И да, это просто рост во всех направлениях и всегда вверх. Еще, если все пройдет хорошо, мы хотим, чтобы, например, во многих школах, помимо ниша, ситуация хуже обстоит, и мы хотели бы им помочь. Так как если дать человеку заниматься тем, чем он хочет, он большой вероятностью добьется больших успехов в этом. И тогда это как раз повысит известность этой школы. Плюс также будет больше вероятность поступить в хороший университет. 5-6 человек, потому что сейчас неопределенно, потому что мы 12 классом уже выпускаемся в этом году. И мы вот сейчас с моим редактором-помощником Асылбеком ищем на замену нам людей из младших классов. Эти 2 года в команде «Экспонента» были для меня очень интересными и полезными. Я верю в то, что наши последователи также будут развивать журнал и заинтересуют еще большее количество учеников в этом проекте и получат очень-очень много полезного.